Дочь выдающегося абхазского писателя, народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия Татьяна родилась именно в этом доме в 1919 году. Единственная дочь Дмитрия Иосифовича была выдающимся педагогом и посвятила всю свою жизнь преподаванию русского языка и литературы. Как и все дети Дмитрия Иосифовича, это самодостаточная личность. Мы отмечаем даже не потому, что она дочь Дмитрия Иосифовича Гулия. Это очень известный педагог, которая проработала много десятилетий в Сухумском государственном педагогическом институте имени Горького. После того, как она вышла на пенсию, она много лет возглавляла дом-музей своего отца. И очень многое здесь сделано ее рукой, очень много любви, тепла вот в этом доме тоже исходило от нее. В доме Дмитрия Гулия всегда собирались известные поэты, писатели и актеры. Татьяна, в свою очередь, удивляла гостей не только интеллектом, но и гостеприимством. На вечере памяти присутствовали близкие родственники Татьяны Дмитриевны. Она вообще была очень сильным характером, как говорили, особенно в трудовые ее годы. Ее даже побаивались, она такая была строгая, но, честно говоря, вот это меня удивляло, потому что дома она была очень ласковая, нежная к своим внукам. И когда особенно выходили мы с ней куда-нибудь гулять, все ее узнавали, все к ней подходили. Я, будучи маленьким ребенком, как-то все время удивленно на это все смотрел. Сейчас я понимаю, почему так все происходило. Татьяна Дмитриевна много лет была ведущим преподавателем кафедры русского языка в Абхазском государственном университете. В памяти коллег она осталась чуткой, доброжелательной и преданной своей работе. Татьяна Дмитриевна в моей памяти – это человек добрейший, умница большая, абхазка настоящая. Но она посвятила всю свою профессиональную жизнь не тому, где патриархом был ее отец, патриархом абхазской литературы, а посвятила древнерусской литературе и русской советской литературе. Последние годы ее жизни, когда она у нас работала, и я пришла молодым преподавателем на эту кафедру. Хочу сказать, что она была необыкновенно обаятельным, интеллигентным человеком. И ее лекции всегда были интересны и познавательны для студентов, потому что она умела простым языком, доступными средствами рассказывать о самых трудных вопросах литературоведения. И, кроме того, каждую свою лекцию она еще приправляла чувством юмора, шутками, какими-то репризами, придуманными ею самой. И это, конечно, всех студентов заставляло и учить ее предмет, и относиться добросовестно к своим занятиям. Мы многому у нее учились, у Татьяны Дмитриевны, вот этой демократичности, простоте, доходчивости и, самое главное, порядочности, которую она несла. Как отмечалось на встрече, Татьяна Дмитриевна оставила свой след в истории не как дочь известного абхазского писателя, а как преподаватель высочайшего уровня. Сария Гварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.